Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма бад. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – танвин фатха. И мы проходили с вами огласовки фатха, дамма, кесра. Сегодня, иншаллах, мы продолжим эту тематику, но немножко в измененной форме. Итак, сегодняшняя наша тема – танвин фатха. Танвин фатха состоит из двух огласовок фатхи. То есть танвин фатха, две огласовки над строкой. И она означает ан с твердыми звуками, ан с мягкими звуками. Давайте несколько примеров напишем, чтобы более понятно было, как твердый ан и ан практикуется в кораническом контексте. Например, слово китабан. Кита, обратите внимание, бан. Вот она будет писаться таким образом. Китабан. Бан. Например, слово ардан. Ардан. Дан. Обратите внимание, дан. Ан китабан. Продолжаем тему. И следующий танвин, который мы с вами сегодня пройдем, это танвин кесра. Ин. И она обозначается таким образом. Подстрочные две черточки кесры и получается ин. И последний танвин, который мы с вами сегодня пройдем, это танвин дамма ун. Обратите внимание, надстрочные две огласовки дамма ун. Хотел обратить ваше внимание на несколько нюансов. Обратите внимание, у нас надстрочная фатха, подстрочная ин и надстрочная танвин дамма. Из чего они состоят? Обратите внимание. Фатха, нун сакин. Кесра, нун сакин. И дамма, нун сакин. Вот эти правила нам пригодятся, когда мы будем проходить правильное произношение коранического текста. И к этому хотелось бы добавить. Танвин, фатха, кесра и дамма всегда стоят в завершении слова над последней буквой. Это на что указывает? Это указывает, что слово завершено. Во-вторых, что это существительное слово. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.